То есть после того, как Добрый день, дорогие друзья! Это проект Альбетта. Сегодня мы начинаем цикл онлайн-лекций для тех, кто на карантине, на самом деле для всех. Вот. И первый лектор у нас это Тимур Хайдаров. Он расскажет нам сегодня про чуму в Золотой Орде. Лекция будет длиться 30-40 минут. После нее, во время нее и после нее можете задавать вопросы в чате YouTube. Я зачитаю эти вопросы, и он ответит. Алга? можно? Ой, придумай здесь. Ну, в общем, тема сегодняшней лекции, уважаемые слушатели,
зрители будет посвящена второй пандемии средневековой чумы, точнее даже, которая хотела достаточно большой отрезок исторического пространства, географического и странового пространства. Вся современное представление о черной смерти имеет такая, скажем так, больше фэнтезийный характер, скажем, больше домыслов, нежели реальности. Обычно говорят 60 миллионов погибших только во время черной смерти. Либо в 1346 году войска Джанибека забомбардировали трупами погибших от чумы осажденную Генуэзскую крепость Кафу. Обычно рисуются картинки страшные, врачи, средневековый врач с клювом, много-много погибших, горящие костры и там так далее, так далее. Картины апокалиптические, всадники, 4 всадника апокалипсиса, картина Брегли, да много еще чего. Особенно в последнее время, когда и компьютерные игры активны, и кино-видеопродукции, причем иногда даже фантастического характера, например, фильм «Чужой», который напугал просто, даже игра такая была, где эта рученька. Ну и много-много-много других. Скажу так, с точки зрения вообще обывателя, ну, сейчас не западного, чума или черная смерть до последнего в Золотой Орде, она не существовала. Сами татары воспринимались как угодно. Тартары, татары, дадары, монголы, те же самые русские. Но для обычного обывателя западного, совершенно была тема не изучена, скажем так, если говорить словами летописца 17 века, мор есть в Новгороде, Пскове, а за Москвой и в Казани его просто нет. То есть не существовало такой тематики. Хотя, собственно, Габриэль де Мусси, летописец итальянский, в XIV веке начал описывать сюжет, что вот количество погибших в Европе в результате черной смерти произошло вследствие бомбардировки осажденной Кафы. Если разобрать, собственно, кто такой Габриэль де Мусси, когда он писал и на что он опирался, выяснится. Писал он через 20 лет. Это была другая вспышка, хотя и чума. Взял за основу византийские источники, в частности Никифор Григоро. Дальше взял он за основу описание чумы Фукуидина, и, в принципе, перенес. Ни более, ни меньше. Лишь по последнее время, да и вообще писал он в 60-е годы, вопрос не возникал. Лишь в последнее время, где-то в 2010-х годах, 2013-х годах даже точнее, когда был внедрен метод ПЦР, то есть название, то есть 3 буквы я вспомнил, а вот дальше не вспомню, как он расшифровывается. Но смысл в том, что посредством анализа растворенного человеческих остатков, в частности зубов или паховой области, выявляются остатки генома чумы. Стало возможно возникло доказательство, что чума все-таки была у нас, точнее черная смерть. Это было сделано в 2016 году совместно известный директор института Йоханнес Краузе совместно с университетом Казанским, там представлял Резидат Тухбатов, в частности. Они сделали достаточно хорошее открытие, доказали могильники, что есть могильник, вот есть чума, черная смерть. И вообще черная смерть, это такой, почему сразу возник такой ажиотаж возле этой статьи? Потому что черная смерть это вообще показатель развития городов урбанистического общества. Нет черной смерти. Для европейцев, значит, нет городов, значит, нет цивилизации. А тут возникает, да еще тут многие города, да еще они еще большие. Это
Это был плюс, потому что у Крауза много-много других было недостатков, но он сделал очень много. Его достижения действительно очень большие, активные. Он доказал, что здесь была черная смерть, была вторичные вспышки. Все это хорошо. Но у него есть недостатки в плане оценки последствий, в плане оценки скорости распространения. Для него это был мгновенный сюжет, в результате которого привел к смертности. Именно отсюда пошла чума, черная смерть. Ну, это классический взгляд европейцев на вообще черную смерть. Если же смотреть на наших, на французских, в частности, на эволюционистов, из скандинавских эволюционистов, американских специалистов, они считают что это был чума, она достаточно долго развивалась, вспышка была черная смерть, это была наиболее яркая, масштабная вспышка, охватила 1346 по 1353 год. И дальнейшие изменения, они привели к современному миру. Вот современно, вот если говорить в целом, о чем можно говорить, чего нужно начинать. Когда же можно говорить, собственно, она возникла и где она возникла? И это вопрос очень субъективный, но последние достижения биологии, эпидемиологии и генетики позволяют предположить. Одной точки исхода ее не существует. И если мы посмотрим на современный коронавирус, да, в разные регионы чума, как и нынешний коронавирус, изменяется и адаптируется под местное население. То есть в каждом регионе население свой пищевой рацион, свои жизненные деятельности, то есть и чума как организм требует адаптации. Поэтому единого направления, как единой точки исхода, ее нет для штамма черной смерти, который был в XIV веке. Собственно, пришли к выводу, что тот штамм, который мы называем черная смерть, легочный штамм, он возник еще в эпоху бронзы. Это легочная форма более архаичная, нежели бубонная. То есть отличается тем, что биологи говорят, что бубонный это практически паразит, то есть не имеющий передвижения. А вот у легочной есть отголоски более архаичной формы, там есть жгутики, она может передвигаться. То есть организм более архаичный, более древний, нежели бубонная форма. И бубонная, она возникла ближе в наше время, это примерно произошло в первом веке до нашей эры, это зафиксировано генетическими анализами, представлена, полная реконструкция была представлена в 2018 году. Ну, в общем, генетика интересна, но все-таки не следует углубляться в этот вопрос. Главное, следует признать, что она действительно у нас здесь есть, это легочная чума. Она возникла в 5 тысячелетии до нашей эры, в эпоху неолитической революции, и вместе с переселенческими потоками она ушла сначала, как считает Крауза, ушла в Европу, а потом посредством вернулась. И если отсюда можно считать так, что, скорее всего, она с людьми, на людях, сначала заразив в людях, а потом с людьми, пришла на новые территории, где в благоприятных точках появились вторичные очаги. Собственно, в дальнейшем нас будет интересовать уже антропоценозные очаги, то есть люди живут и они переносят. Мы все, возможно, содержим чуму в небольшой форме, в маленькой форме, потому что на протяжении всей истории эпидемический очаг, он был с нами под боком, он до сих пор существует активно. Это Нижневолжский, в частности, песчаный очаг. Это вот от Самарской Луки и до Каспия. Это вот у нас есть вот такой активный очаг. Но причем самая активная часть у нас не вся эта территория, а определенные кусочки. Там почвенный анализ надо изучать. Ну, то есть тема интересная, но это не тема нашего же доклада. Но скажу так, что на территории самые активные эпидемические очаги – это территории бывших стран Советского Союза. В Киргизии, в Азербайджане, на Дагестане, ну и на Нижней Волге. Причем существовали, периодически возникают вторичные очаги, они вызваны тем, что
экосистема позволяет находить в почве, содержать в почве определенные болезнетворные микробы. Когда происходит активизация, или произошла активизация, к чему причина? Ну, судя по всему, если исходить из летописных источников, это активизация сейсмической активности, в частности вулканы, землетрясения, потому что накануне Черной смерти там вулканы начали действовать, и то есть расщелин произошел выплеск чумных бактерий в окружающую среду. Но, скорее всего, даже здесь возникает спор, а когда же вот крайняя точка? Вот того возникновения штамма черной смерти, когда же он возник, когда вот тут он достиг такого апогея? Скорее всего, существует две точки. Одна датируется 1155, а вторая 1165, ну, не буду ошибаться, второй половины 12 века. Или вторая половина 13 века. Скорее всего, я склоняюсь все-таки ко второй половине 13 века, потому что в летописных сочинениях фиксируется очень похоже по описанию с легочной формы чумы во времена набега Нагая, Беклербека Нагая в земли Волынского княжества, Галицко-Волынского княжества и Польской. То есть намного раньше. И такие вспышки, они дальше проявлялись. Но масштабно они не являлись, ну, то есть масштабов пандемии это не охватило. Что, в принципе, что мы можем и сейчас видеть, она, в принципе, не совсем пандемичная, коронавирус, потому что масштабы не те. То есть нужно, чтобы достигла пандемии, смертность должна достигнуть 15% населения. 5, где-то около 5 – это эпидемия. Пандемия, ну, может, если сейчас ее действительно она стала пандемией, потому что охватила многие регионы. Но когда ВОЗ объявил в начале марта пандемию, это не совсем было. Просто коронавирус позволяет посмотреть в реальности, как и, собственно, распространялась и чума, в принципе. То есть передвижение с востока на запад посредством уже не является не носитель животное, а уже человек, посредством миграции людей и передвижения заболеваний. То есть в 13 веке мы уже говорим не то есть не от животного передавалось человеку, а от человека к человеку. То есть это называется в науке антропоценоз. То есть чума в XIV веке превратилась в антропоценозное заболевание, которое действует, циркулировало внутри популяции людей, в частности европейцев. Хотя на тот момент население было меньше, оно было не скучно, но существовавшая система Великого Шелкового пути позволила быстро распространиться в небольших дозах изначально болезнетворным микробам посредством тех же верблюдов. Хотя данные эпидемиологические говорят, что примерно 70 видов живых организмов вообще являются носителями данного эпидемического заболевания. То есть и птицы, и грызуны, и человек, и животные тоже являются носителями. К ней надо относиться как? К чему надо относиться как к простейшему организму, который требуется пищи? Пищей является белок. Любой белковый организм, содержащий белок, является аппетитным стейком, который нужно съесть, чтобы продолжить, как любой организм, для продолжения рода. Чем больше будут носителем, тем будет более вероятность того, что будет заражаться. Тем более она будет опасна для человека. В данном случае мы даже появился вчера или сегодня даже появилась информация, что в Китае произошла новая вспышка хантер-вируса, который растет на фоне самого вируса, коронавируса. Действительно, аналогичная ситуация параллельное заболевание с чумой было и в средние века. В частности, можно определить для летописцев вообще было без разницы, какой оно был. Главное, по виду, чтобы был похож. Там действительно находят и черную оспу. По виду она очень похожа, те же самые
пятна и черная чума. Причем арабы записали до 8 различных видов пятен. И цепной тиф, вызываемый укусом блох. Причем цепной тиф, может быть, даже и является проявлением черной смерти. И брюшной тиф, и, собственно, тиф, да и, ну, холеры не было, вот эти массовые. Ну, вот брюшной тиф, цепной тиф точно было. И оспа, я уже сказал. Почему, когда происходит пандемическая активность? К чему, ну, какой причина еще была? Недоедание, голод, стрессовая ситуация. Поэтому нынешний, вот если вы психуете, это прямой путь к тому, что у вас ослабнет организм, и защита, вы, скорее всего, заразитесь этим можете, коронавирусом. Сейчас главное сохранять позитивный настрой, и тогда вы меньше заболеете. Так вот, стрессовая ситуация в Золотой Орде возникла вследствие возникает в 3 случаях. Если идет военная активность длительная, если существует массовое переселение народа и если идет недоедание, голод. В Золотой Орде накануне Черной смерти, это 40-е годы, пандемической вспышки, или точнее начало 1320-е годы даже, можно сказать, случился масштабный подъем экономики, вызванный тем, что в 1291 году сельджуки захватили крепость, крестоносную крепость Акру. И для европейцев, в частности генуэзцев, венецианцев, нужно был прямой путь для доставки восточных товаров. В этой ситуации они нашли выход на Золотую Орду, потому что это самый удобный путь, потому что сельджуки недолюбливали европейцев, и постоянно конфликт с венецианцами, что те не могли выгодно торговать. Поэтому, тем более, Золотая Орда, экономика Золотой Орды была крайне она не была так уж великолепна, как рисуется. Это было основной акцент сделал золотоордынской экономики. Это на транспортных услугах и обеспечении безопасности по Великому Шелковому пути северного ответвления. К тому же Золотая Орда еще выгодно возник, в конце 13 века возник экономический блок тюркских государств, мамлюки в Египте, сельджуиды в Анатолии, и Золотая Орда тоже все имеют тюркское происхождение, тюркские династии. Это позволяло, интерес к Золотой Орде был очень огромный. Соответственно, огромное количество товаров, людей хлынуло именно на территории Золотой Орды. В этих условиях при приходе хани Узбеки вопрос стал, что нам делать дальше. И было принято решение строительства городов. Где брать материал? Материал под боком. И в Нижнем Поволжье всегда отрастающие бурачные леса. Но в Орде этих вещей не знали, что уничтожение личной растительности приводит к осушению, к аридизации. Для них было, как люди прагматичные, они стали вырубать лес, и вместо него появилось огромное количество овец. Это произошло на фоне наступившего масштабное изменение климата в 10-х годах XIV века. В Европе там начались дожди, изменилась граница дождей, выпадание дождей, в результате чего уровень дождевых стоков уменьшился. Зимы стали снежнее, летом стало жарче. Ну, в общем, ситуация изменения климата была налицо. А дальше стал расти голод, потому что не урожай. В Золотой Орде было принято решение, чего греха таить, начали выращивать огромные стада. Для экосистемы Нижнего Поволжья это была катастрофа.
То есть она могла выдержать определенное количество людей, но не в том количестве, которое было. Примерно 2 миллиона, то есть в 2 раза больше, чем могла выдержать экосистема. В Европе это привело к тому, что были тоже коровы, то есть было принято увеличить скот, так как он менее подвержен к климату, поэтому стали, скорее всего, массово стали выращивать коров, молочные продукты, молочные диеты, ну и, скорее всего, очень возможно, что стали строить массовые свинарники. То есть свиньи, количество свиней увеличилось, а там, где свиньи, есть крысы. Их просто стало много на тот момент. Плюс еще к тому же европейцы срубили все леса, где крысы, черные крысы обитали. И животные, то есть крысы двинулись к людям, когда стало нечего есть. Это фиксируется. Крысы, мыши. В 1308-1309 годах на Руси был зафиксирован огромный приток вследствие дождей к людям мышей. Ну, там, где мыши, крысы, оттуда идут, следовательно, из вторичных очагов, получается, бактерии заражают людей потихоньку. А дальше был процесс очень математический, накопилось количество бактерий, и это проявилось уже в следующем поколении. Ослаблен иммунитет, стрессовые ситуации, то есть голод все назревает, возникают конфликтные ситуации. В Европе, по крайней мере, там в 1337 году началась Столетняя война, которая охватила всю Европу. Соответственно, иммунитет западноевропейцев упал. В Золотой Орде этого не было. И вообще первая вспышка черной смерти 1346-1353 года Золотую Орду обошла. Да, там зафиксировано, что в летописях зафиксировано, что было охвачено земли узбековы. Ну, земли узбековы понятие растяжимо. Это, скорее всего, Ургенч, это, скорее всего, юг, это, скорее всего, опять же, причерноморские, кавказские, ну, северокавказские степи, это, скорее всего, понтийские степи, нынешней Украины. Но не фиксировано, там нет данных, что поволжские города, севернее Сарая, Беркей, Бату, были заражены. Логично, скорее всего, она пошла дальше сухопутным путем, не только генуэзцы их распространяли, эту черную смерть, но и караванными тропами из Золотой Орды. Одна волна пошла на Балканы, на Константинополь, а вторая волна, где встретилась с местной вспышкой, а вторая пошла по Днепру. И в результате картины к 1349 году мы видим, ну, обогнув всю Европу, в 1349 году там фиксируется в Полоцке у нас эпидемия черной смерти. И, скорее всего, у нас одно из направлений черной смерти, это вот был через Полоцк, это было польское, это через Карпат, там тоже свой эпидемический очаг. В 50-х годах, 52-х, 53-х годах 2 волны пришло, скорее всего, одна из Швеции, потому что в Выборге в 1351 году зафиксирована эпидемия, скандинавская, скорее всего, и в 52 году зафиксирован Псков-Новгород, скорее всего, из Скандинавии и из Германии шла направление. Эта вспышка, скорее всего, закончилась севернее Москвы. Москва, вообще, Московский мор 1353 года достаточно спорный. Ну, можно предположить, в летописях, да, потом фиксируется, если массовая смертность высших начальства, там, священников, князей, то это, да, возможно, Большой мор. Там, и когда я работал с летописью, я примерно так и определял. Когда не видно изначально, но присмотревшись, можно увидеть описание этого мора. Когда же произошла самая страшная вспышка? Если говорить о повторной вспышке, ну, по крайней мере, очень близко мне взгляды итальянского исторического демографа Альфредо Гуэдо Альфани, который считает, что каждые 25 лет, то есть каждая смена поколений приводит к появлению новой волны эпидемии чумы.
Поэтому я с ним согласен, что вот следующая должна была страшнее волна. Сначала, да, убила всех стариков, как и мы сейчас видим коронавирус. А вот следующая была детский мор 1360 года, где погибло все дети и подростки, которые были в Европе. Это было катастрофическое. Ну, в Европе там война продолжалась, поэтому усилилась. Для Золотой Орды это было просто катастрофа, потому что в 1359 году умер Бердибек. Скорее всего, его смерть также послужила вспышкой чумы, но она произошла в Исфахане. Это, в принципе, в источниках это зафиксировано. И вообще, и еще интересно, как иранские вспышки повлияли на золотоордынские. Но я в своей книге вижу очень хорошую корреляцию через 3 года после иранских вспышек, персидских, происходят вспышки в Золотой Орде. Причем они охватывают Нижнее Поволжье, Крым, Понтийские степи, Причерноморские степи и по Поволжью, Среднее Поволжье, и заканчивают в декабре где-то в районе Новгорода. После чего на следующий год, после Нижнего Новгорода, она следовала, дальше шла в Москву. И дальше уже идет после Москвы, это вот Брянск и восточные границы Руси Литовской. И вот действительно вспышка, возникшая во время Великой Замятни 1363-1367, а я считаю, что это была вспышка до 1391 года, она была очень масштабная. Она была масштабной и с природной точки зрения. Разразилась, то есть после этой вспышки, да, у нас в результате происходит временное сокращение населения, но для Золотой Орды это было катастрофично тем, что уровень сельского хозяйства в Золотой Орде не позволял очень быстро восстановить уровень численности населения. Если в Европе сельское хозяйство высокодоходные, приносящие урожайность, где-то сам 8 витали во Франции, то у нас в Орде, на Руси, где-то сам 3-4. То есть производились в 3-4 раза ниже. Причем уровень технологизации сельского хозяйства в Золотой Орде это еще хуже, чем на Руси. Еще в 2 раза меньше, чем на Руси. То есть если Русь после мора 1349-53 годов, точнее, если взять, восстановилась и дальше пошло, немножко, да, пострадала, вот была большая вспышка в 63-67, то Золотая Орда вот не смогла восстановиться. Ей понадобилось еще 20 лет, чтобы хотя бы приблизиться. Но там случился уже набег Тамерлана, и последствия были более колоссальные. Но все-таки отголоски вот это 63-го, 67-го, или точнее 74-го, 90-го, включая сюда вспышку, это все-таки было масштабным в плане то, что было уничтожено все городское население. То есть удар очень сильно по городскому населению. Что мы еще видим? То есть взлет региональных элит беклербеков, причем их роль начинает еще больше становиться. Здесь мы видим и подъем при Булате Тимуре, подъем Булгара как независимого государства, и Хорезм у нас тут растет, и Крым. То есть были отрезаны, то есть Нижнее Поволжье оказалось под ударом. Поэтому не случайно, я предполагаю, что не случайно было то, что было около 20-25 ханов сменилось на троне Золотой Орды. То есть именно в эти годы происходило, каждый раз, когда новый хан приходил, то ему опять приходилось либо убегать из-за вспышки, либо умирать из-за этой вспышки. И подобная ситуация, она повторилась и уже при Беклербеке и Едигее, где каждый раз для историков было непонятно, почему все-таки Едиги убегал, и в один прекрасный момент, в 1416 года, после осады Киева, он убежал в Святые Земли и молился, чтобы не умереть просто.
И просто в летописи выяснилось, что он все-таки в самом Киеве произошел умор. И, скорее всего, это был, возможно, по описанию сепнотив, а скорее всего, черная смерть пришла. Ну, то есть черная оспа, возможно. То есть и это тоже может быть. Не может быть, ну, в каком смысле это ближе к истине. То есть именно в эту 63-й, 70, 90-й год, именно эту вспышку, то есть штамм этой чумы был обнаружен Краузе в Лаишево. Уникальное открытие, потому что именно этот штамм повлиял на создание России современной. Ну, у русских в России было принято, на Руси точнее, была принята методика выжигания территории. И зачастую это выжигание приводило к пожарам на территории того или иного города. В 1966 году мы видим это. То есть там описано крупный пожар в Москве, после чего в Москве был сожжен Белый Кремль, Белокаменный, Москва стал Белокаменной. Начинает на Золотую Орду в 64-м, 65-х годах начали ходить ушкуйники. Следующий раз они стали ходить только в конце 15 века. Но там другая была тоже страшная вспышка. Пожалуй, по моему заключению, эта вспышка намного была страшнее, чем та же самая черная смерть. Потому что последствия для экономики, для популяции населения была просто катастрофа. Это вспышка 1459-1472 года, которая, ну, мечтами продолжалась до 80-х годов. Это просто колоссальная вспышка, после которой произошло изменение. Для Золотой Орды были еще несколько вспышек, там 1390 год, 1420 год, 30-й год, 50-й год. Но вот самое страшное пришлось десятилетие, которое пережила Золотая Орда, и даже не пережила даже, а скорее всего исчезла. Это вспышка 20-30-х годов 15 века, там она была масштабной в плане того, что и постигла и Литву, и Русь. Это как раз эпоха феодальных войн. То есть это самое опасное десятилетие в истории Москвы в целом. Москва могла исчезнуть. Но вместо этого исчезла Золотая Орда, потому что в Москве боролись за престол единый, а в Золотой Орде там боролись уже несколько иные центры. В Москве, если сравнивать с Москвой, то Золотая Орда, более архаичное управление, она проиграла это противостояние. Причем на 20-30-е годы самостоятельной политики у Золотой Орды уже не прослеживается. Все определял Витовт. Но это 15 век. Собственно, последняя вспышка крупная в Казани 1656-57 года, когда и среди Семиозерской пустыни монастырь пришли в Казань, ходили с Казанской Божьей Матери, в Кизическом монастыре произошло захоронение. Потом постоянное хождение вот это. Это был последний зафиксированный летописный, а так периодически она случалась, но не в таких масштабах. Какой вывод можно сделать, к чему мы можем быть готовы после вот таких крупных эпидемий? Первое, что бросается в глаза, это закрытие. Все начинают закрываться, все начинают искать своих предков, искать традиции, рост регионального так называемого национализма, да мы с этой территории, да вы чужие. Рост недоверия к чужакам. Мы это видим сейчас на картинке. Ну, то есть туристы приезжают, и им говорят, кидают камни. Ну, это стандартная ситуация, когда идет эпидемия, чужак, значит, он носитель этого заболевания. Тем более из России, там там у вас эпидемия, а у нас вот вы приезжаете, туристы, вы несете с нами всяких микробов, мы тут хотим спокойно жить, а вы тут приезжаете. Дальше. Следующий ход – это изменение, близ играющая роль. Это изменение экономических отношений. В принципе, предыдущий это была испанка, и возникла в результате советская система с альтернативным взглядом на экономические отношения. Нынешний, скорее всего, это виртуализация массовая, переход на дистант, сокращение, то есть сокращение административного аппарата и появление реального искусственного интеллекта управления.
То есть количество чиновников, такое количество чиновников, которое будет работать, оно не нужно. То есть люди будут работать дистанционно, они могут работать в Лондоне, но жить в Казани, ну, получать лондонскую зарплату. Нет смысла переезжать, смысла нет переезда. Когда ты можешь через компьютер выйти в компьютер, главное, хорошая у тебя будет сеть. Что еще? Это долгоиграющее, немножко мы к этому подойдем, если таким же ускоренным темпом будет у нас изменение в экономике. Еще что? Это увеличение территории больших государств. И здесь просматривается, то есть тенденция на восстановление в границах вот такой большой России, грубо говоря, включение в нее состав стран Восточной Европы, стран Балкан, то есть Китай. Мы еще увидим подъем, очень большой подъем Китая, это у них 20-30 годы, это вообще, если судить, как и в брежневские времена, то они, скорее всего, достигнут максимума своего развития. Ну, скорее всего, столкнутся с теми же проблемами, что и мы во времена перестройки. Европейской, что-то появится в Европе сильное, возможно, какой-то Северный Союз, Южная Европа будет разной. Еще что происходит? Обычно в постэпидемический период выигрывают те, у кого есть ресурсы и сильная армия. Ждите усиления армейских структур, ждите усиления, то есть влияния около военных структур. То есть это произошло на примере Московского государства, там очень хорошо это показано. То есть служилое дворянство, которое служило царю, стало опорой царства Московского уже то есть сначала при Иване Грозном, а потом во время смуты, победив боярство, даровитые, то есть потомки Рюриковича и Суздали, вот стали основой будущего царства Московского и привели к созданию Российской империи. Как в этот раз будет, это надо будет смотреть. Именно Москва является, скажем так, воспользовалась тем плодами, которые распалась Золотая Орда. Потому что если говорить основы всех монгольских государств, монгольской империи, было несколько стержней. Это первое, это дорожная система ямская, это налоговая система, налоговая денежная система, это чиновники, это армия, это джучиды. В московском государстве однозначно сохранилась имская система, и наша дорожная система по России это, в принципе, та же монгольская система, то есть та же система дорог. То есть железные дороги, в принципе, так и функционируют, как и функционировали при монголах. Очень эффективный способ, централизованный, проверенный время. Это чиновничный аппарат. Чиновники у нас, как ни убирай, они останутся очень такой корпорацией, которая сами себе, но с монгольских времен это очень тесно переплетенная система, очень сложно реформируемая. Монгольские джучиды, то есть чиновничий аппарат, он эффективно в Москве себя проявил. Это армия. Русская, потом российская армия, советская армия. Это, в принципе, наследники армии Чингисхана. Единственная армия, которая действительно взяла очень много из Монгольской империи. Наложила на русский простор, и получаем нашу легендарную непобедимую советскую армию. И джучиды были действительно, в принципе, Семен Бекбулатович, как последний представитель джучидов на троне царства Московского, 1577 год. И Москва, в принципе, себя не только при Петре I стала отделять от ордынского наследия, а так вплоть до середины, в 16 веке однозначно воспринималось как часть позднеордынского мира. То есть переписки и так далее. Еще монеты, рубль, он создан был, десятитысячная система обмена валюты. Тут у нас полностью Золотой Орды. В принципе. Еще есть у нас время? Да, я хотел немножко из того, что по историографии немножко поговорить, потому что
Возникает очень много споров, да, почему, да, зачем, если тему я давно изучаю. Значит, если посмотреть современный взгляд на эту проблематику, да, вот история, я уже сказал, существует на современный лад существует две точки зрения. Это, с одной стороны, это Краузе, Дэвид и э, Дэвид, да, это взгляд на и сторонника мальтузианского кризиса, то есть абсолютное мгновенное обрушение всей экономики в результате массовой смертности населения. И вторая точка зрения – это длительный эволюционный путь с длительным переходом экономики за достаточно длительный период. И с одной стороны, очень великолепная проработка генома и выявление, откуда он пошел, куда он проявился, к чему это привело. И вторая ветвь, да, проработка – это развитие экономики, развитие техносферы, и в частности, в этом плане выглядит очень интересное взаимозаключение, когда Ближний Восток, Ближний Восток дал большой толчок Османской империи, и, в принципе, объяснялось подъем Османской империи в XVI веке за счет того, что сельское хозяйство в Османской империи было более эффективным, нежели оно было в Европе. И вообще, когда начинаешь разбирать, оказывается, что Европа, ее золотой век приходится на тот момент, когда европейцы смогли перейти к индустриальной фазе развития, своего сообщества. Это произошло только во второй половине XIX века, когда просто европейцы чего вынесли из европейцев, чего, в принципе, здесь хотели сделать, когда запускали информационную волну. Хотели сохранить капитализм, капиталистические отношения путем контроля наиболее важных торговых путей, в частности, морских перевозок. Но для того, чтобы сохранить, нужно ликвидировать конкурентов. Конкурентов развелось много, поэтому поставили на прикол огромное количество кораблей. В принципе, большой удар в прошлый раз во время чумы выиграл тот, кто смог обеспечить быстрые доставки и мог обеспечить постоянный обмен валюты, то есть создание банковской системы, когда деньги обмениваются не непосредственно напрямую, а посредством предоставления банкнот, так называемых. И вот здесь очень интересный сюжет возникает, что распад Золотой Орды и экономический кризис, и переход к торжеству в Москве происходит в тот момент, когда европейцы разочаровываются, то есть не смогли получить доступ к транспортным артериям Великого Шелкового пути. То есть постоянные эпидемические вспышки на протяжении всего Шелкового пути повлияли к тому, что он просто прекратил действие. И это где-то датирует 1475 годом. Мы видим сразу же появление Османской империи, но Османская империя, которая тоже почему-то не устремилась, куда бы им логично, на Среднюю Азию, она почему-то устремилась в Персию, то есть она стремилась выйти на берега Индийского океана. Это сделали португальцы, которым удалось в конце 15 века на деньги тех же генуэзцев обогнуть Африку и достичь индусов. Индии и начать перевозить очень ставший востребованный товар и специи. Если кто-то сомневается, что это делали генуэзцы, вспомните, откуда был, собственно, Христофор Колумб. Он был из Генуи, активно плавал, генуэзцы активные корпорации, которые снабжали, которые плавали по территории океана, то есть по территории Средиземного моря и Средиземного и Черного морей. Правда, столкнулись они с венецианцами,
И вот чтобы, проиграв эту борьбу, путем подъема венецианцев вслед за османами, они ринулись в Европу. Ну, постепенно генуэзцы смогли продвинуться сначала из Португалии, потом оказались они в районе Брюгге. Венецианцы тоже, видимо, стали двигаться в этом же направлении, и в результате мы в конечном итоге получаем, что в 17 веке обе корпорации оказываются в Англии. Причем, опять же, это последствия Черной смерти. Собственно, подъем Англии произошел, когда старые элиты в эпоху именно вспышки 1459-72 годов смогли, вынуждены были друг друга конфликтовать и нашли общий язык после «Алой и белой розы». В результате появились Тюдоры. Все появления, в любом случае, после эпидемический подъем региональных держав был объективно вызван тем, что доступ к ресурсам был только у тех, кто имел сильную армию, кто мог обеспечить значительные поставки к производственным центрам. Вот Москва именно этим и воспользовалась, когда в первую очередь сделала акцент не на продаже ресурса, а на продаже итоговой продукции в виде оружия. Значит, именно появление огромного количества оружия позволило содержать огромную армию. Кроме того, подъем московской экономики был вызван тем, что поднялись города, промышленный центр, в частности, Тула, Тверь, ну и производственный, собственно, и Новгород тоже поднялся в это время. При этом мы можем отметить, Москва очень много приняла новшеств из Венеции. У нас Кремль при Иване III строили венецианцы. В Европе происходит металлургическая революция, причем металлургия, причем это не старые технологии добычи руд, которые сверху, это глубинные залежания руд, и надо было внедрить новшества в добычу ископаемых, чтобы получать. Опять же, технологизация – один из признаков последствий эпидемического кризиса, эпидемическо-демографического кризиса. В Золотой Орде это вылилось в несколько иную форму. Так как джучиды старались децентрализованно расселить предыдущие властные группировки, то при исчезновении джучидов, в данном случае батуидов, то это привело к тому, что началось массовое возвращение переселенных людей из различных частей Золотой Орды. И мы видим, что на территории Татарстана есть населенные пункты с названием из других совершенно мест. Очень много крымских названий. Очень много из Средней Азии, с Кавказа. То есть, топонимика названия племен, которые жили в условиях Золотой Орды в разных местах. В этих условиях противостоять с Москвой было уже, по крайней мере, нецелесообразно, а зачастую и опасно. Потому что Москва имела куда больше ресурсов, куда больше населения, да и мурзы охотнее шли на поклон московскому государю и великому князю Литовскому, потому что все хотят кушать, никуда же не денешься. А в то время как в Золотой Орде, в центральной части, происходила деурбанизация, потеря детехнологизация, архаизация, то есть кочевники стали вновь кочевниками, горожане вновь горожанами. То есть та централизующая часть звена, она привела к тому, что исчезла такая сила спайка.
в лице сильной власти, но при этом мы видим и наблюдаем это рост религиозности. И и как всегда в этих условиях все нужно договариваться, происходит становление единого языка, старо-татарского, рост религиозности, ну, скажем так, что ислам и язык это стали теми элементами, которые продолжали сдерживать это пространство от полного, то есть, исчезновения. Именно на этом, именно те, кто государства, которые возникли, они все по праву могут считаться наследниками. Просто система управления в разных структурах, в разных государственных структурах, она исходила из уже сформировавшихся на тот момент традиций управления. Но при этом всегда всеми признавался роль джучидов, всеми признавался сиидов. Это касается всех мусульманских регионов. Но в Москве это все-таки несколько было по-другому, потому что регион все-таки православный, да и изначальная поддержка церкви со стороны золотоордынских ханов сделала очень, то есть привело к следующему, ну, вполне законному результату. В результате, когда начался религиозный, в результате так называемого конца света, 14-15 веков, рост религиозности в России привел к тому, что церковь возомнила, что она действительно может построить град Божий, и тем более Русская Православная Церковь занималась врачевательством, чего не делала Западная Церковь, в результате чего уважение к Русской Православной Церкви в народе было больше, чем на Западе. На Западе наоборот, это привело к отрицанию архаизации и впоследствии борьбы за истоки. А это называется протестантизм. Протестантизм, он очень близок к иудаизму в основе своей. И это попытка вернуться к истокам для того, чтобы вернуть братство, которое изначально было. Поэтому вот ситуация, в принципе, общая тенденция, попытки объяснить происходящее с помощью традиционных форм, она не работала. Возникали новые формы веры, это в частности в большое государство, в религиозность, причем до этого язычество никуда не исчезало, а вот тут возникло добровольное стремление к христианству, к исламу, к авраамическому. То есть то, что покажет светлый путь. И многие вещи с тех пор они остались у нас. В принципе, на это можно отследить даже очень много сказок, возникновение сказок происходит в том виде, который мы знаем, очень много сказок и возникает в этот период. Форма сказок, она вот как раз в эту эпоху возникает. Ну, еще, то есть исчезают былины, возникают сказки, то есть это своеобразные такие формы восприятия окружающей среды и окружающей реальности. То есть для человека, находящегося в условиях перманентного кризиса, жизнь не стоит ничего. Поэтому для него жить сейчас, чтобы достичь лучшей жизни в загробном мире, это становится таким, для некоторых, особенно в православии, это становится таким вот ярким элементом, то есть появляются отшельники. В Западной Европе это рост индивидуализма, потому что я не могу положиться на государство, на тех феодалов, не могу на церковь, вот мне надо нормально жить. Чтобы нормально жить, я должен работать. Об этом говорят голландцы. Если посмотреть, то появляется индивидуализм, люди рассматриваются не как дети Божьи, а как фигур, которая может творить в это время.
Ну, в общем, именно и вывод такой, что действительно мы можем видеть последствия. Кинофильм — это эпоха Возрождения, это вот Ренессанс, это все детище вот этого масштабного сокращения населения. И современное государство, и современный капитализм — это тоже детище эпохи Черной смерти, пост нее. То есть это все восприятие той эпохи, которая, ну, до сих пор в нас сидит, и мы, когда услышим очередной рассказы про эпидемию где-то, мы сразу рисуем себе традиционные картины, вот, которые возникли в черной смерти. Ну, очень тогда. Большое спасибо, Тимур. Я включил микрофон, меня сейчас слышно. И с форматом немного выбились. Здесь несколько вопросов, Да. Поэтому прошу Кратко. кратко. Вопросы, в принципе, интересные. Так, начнем с первого. А изучается ли как-то влияние ислама на заторможение распространения чумы, скажем, повышенные гигиенические нормы, омовение и так далее? Ну, скажем так, вообще ислам, он более традиционный. И у них изучается, но изначально там был прописан такой блок медицинский, который рассказывает, как вести в эпоху эпидемии. Там, да, этот блок есть прописан, это в частности омовение, это все прописано. Там взгляды ислама несколько иные. Они не борются с причинами, они работают лишь последствиями. Вот вся особенность исламского взгляда на данную эпидемию. То есть эпидемия считается бичом Божьим, а в Европе это считается, что надо лечить. Вот разный подход. Да, изучается, но это на уровне богословия очень сложный вопрос. Фактически это надо уходить в спор с самим пророком. Вот Коран — это же пророк Мухаммед, а с ним как поспорить? И это очень, ну, очень, и сейчас это подходит к этим, но надо, но не каждому дано. Это надо очень высокий уровень богословия мусульманского, чтобы к этому достичь. Потому что вот есть опубликован в Институте истории Каландарнама, очень великолепный источник, создан в 30-е годы 14 века, но в условиях эпидемии, да, это вот прямое энциклопедия, то, как делают мусульмане в Золотой Орде, вот воспринимали именно эпидемию. Но к нему надо подходить очень подготовлен. Не каждый это осилит просто. Это очень серьезная тема, поэтому если кто-то возьмет, осилит, но это должен очень сильно богослов быть. Угу. Второй от Рашата. И если в Европе тела сжигали, что делали в Золотой Орде? В Золотой Орде вообще вопрос очень спорный захоронений, потому что нет массовых. То, что нашел Краузе, и почему его все говорят, это не массовое захоронение. Это 1-2 захоронения. И они берут только генетически и сравнивают захоронение максимум с Эстонией. Массовое захоронение, да, есть в Пскове, есть в Новгороде, возможно, в Твери. Возможно, ну вот есть горка, могильник в Запорожье, где можно это возможность. У нас нет массовых захоронений в том виде. В Европе не сжигали их, они хоронили. Это сжигали, это приведенное Данте, приведенное, то есть это напрямую относится к Данте сейчас заявление. Существует в Европе, да, делали так. Там дошло до того, что стали использовать кости в качестве основания храмов. И в Чехии дошли вот недавно храм такой, где основание служит огромное количество костей. И если посмотреть, французы любят страшилки по типу катакомбы Парижа, где там вот духи. Действительно существует самое страшное место на Земле, которое для европейцев, это карантинный остров в Венеции. Говорят, очень страшное место. Там просто археологи не работают один день и уезжают. Могу сказать, как это в России делалось. Известью закидывался. Известью. То есть, когда эпидемия, то есть обычно все крупные могильники находились за чертой города, за рекой. Специально создавались массовые могилы, куда складывались и умерших от простого заболевания, умерших от старости и от эпидемии. Впоследствии учили закидывать известью. Известь, она съедает просто, и поэтому боюсь, что
боюсь, что могильников массовых захоронений мы не обнаружим. Хотя работать в этом направлении нужно, архиважно и архинужно. Составление карты, назревает составление карты, но крайне скудная информация по могильникам, потому что это проблема археологов, и нужно с ними работать. Что иногда археологи не идут. Это очень сложный вопрос. Так, от Риммы Бикмухаметовой вопрос. Есть версия, что на распад империи очень сильно повлияла чума, собственно. Ну да. Профессор Елаш Милагун называет это основной причиной. Насколько это правдоподобно? Ну, ведь ты не сначала слышала. Ну, скажем так, я скажу так, суммируя, чума являлась фактором активизации тех процессов, которые были заложены изначально в Золотой Орде. Всегда распад лежит в основе любого процесса. То есть конец есть начало другого, или начало есть концом. Истоки распада Орды надо искать в эпоху хана Берке, который, чтобы захватить власть, пошел на увеличение, то есть пошел на усиление роли беклярбеков, местных военачальников, которые его поддержали. Беклярбек. Кто это такой Беклярбек? Это местный военачальник, вызванный из местных жителей, который, ну, как феодал, распоряжался своей территорией, потому что кланы джучидов, они были разбросаны по всей территории Орды, у них не было концентрации. Поэтому мы видим в эпоху распада Золотой Орды вот подъем именно Беклярбека. Собственно, и московским князьям также надо относиться так же, как надо относиться как к Беклярбекам в первую очередь. Это военачальники, собирающие дань. У них войско есть. Вот Беклярбек Дмитрий Донской воевал с Беклярбеком Мамаем. И это было внутреннее. А в условиях, когда происходит чума, то есть начинается обрушение дорожных сетей. Все начинают закрываться, и мы сейчас видим, все начинают видеть друг друга чужаки. Выиграет тот, у кого есть ресурсы, сильная армия и возможность, и много людей. Называется. И вот мы видим подъем Москвы. Как же Крым? Спасибо. Еще один вопрос. Так, по-татарски. Ну, по-русски получается так. Сколько человек умерло во время Золотой Орды от чумы? Лаба чума же? Да. Лабадан. Вопрос, никто никогда на этот вопрос не ответит. Ну, оценки, наверное, нужны. Оценки. Я как-то попробовал производить свои книги, там такие примерно были. Всего на территории Золотой Орды в идеальном состоянии, в идеальном. Мы не говорим там кризис, развитие экономических отношений, сельскохозяйства. В идеале это до 3 миллионов человек на всей территории. Крым, Средняя Азия, Сибирь, Северный Кавказ, да, это 3 миллиона. При этом на территории русских княжеств проживало 6-7 миллионов. Потери, скорее всего, в первую, предполагаю, это было, точно не могу сказать, 15%. Это только в черную смерть. То есть 15% вот из 3 миллионов, вот посчитайте. При этом эти 15% потом не восстанавливают. Всего скорее всего, общие потери от черной смерти, от эпидемии, от голода, который у нас постоянно присутствовал, составил где-то 45-50%. Но это за все годы. А годы они у нас с 1346, 1300, ну там 20 возьмем, у нас так брать, и по 16 век. То есть половина населения, 1,5 миллиона, если так быть. То есть природа взяла свое. Она убрала тех, кого не может выдержать данные экосистемы нижнего положения, она просто убрала их. Мы по сравнению с планетой достаточно вошь мелкая, поэтому природа всегда возьмет свое. Так, все, вопросы кончились. Большое спасибо за лекцию. Дорогие друзья, завтра в 7 часов Фанзиля Джавхарова, тоже про коронавирус, но с точки зрения фольклора. Ждем вас. Спасибо большое, Тимур.